Ну, погодка у нас такая не очень. Пасмурно. Ветерок сильный, завтра погода здесь поменяется. Так и обещают. Да, чувствую, Чуть что холоднее. Что будет еще хуже. фронт меняется, наверное, холоднее. И голова говорит то же самое. Чувствуется, что... О, уже скоро, да? Ну вот сейчас вот реклама и сразу же. Не так, чтобы это здесь. Sveiki gyvi. Iš karto pristatysiu šiandienos mūsų pašnekovą. Нашего собеседника. Tiesiog Visarionas. Это просто Виссарион. Labadiena. Добрый день. Добрый день. Galima jūs kreiptis Sergejumi, ar vis dėlto jau Sergej, žodis это уже vardas Visarionas tinka? Visarionas. Wikipedija, laisva enciklopedija. Свободная энциклопедия Википедия. Apie jūs pateikė štai tokius duomenis. Вот следующие данные. Gimė statybininkų šeimoje, В семье строителей. su šeima persikėlė į Minusinską, Krasnojarsko krašte, Красноярский край, Минусинск. dirbo įvairius darbus, На разных domėjosi развивался nežemiškomis civilizacijomis. цивилизациями. Paskutinius metus dirbo Minusinsko miesto milicijoje. Работал в милиции города Минусинск Paskutinius prieš apreiškimą, kurį patyrė 90 metais. перед 90-м годом, последний год. Faktai teisingi? Это правильный факт? Недавно мне от вас пришлось услышать, что статистика – это самая большая ложь. Neseniai išgirdau iš jūsų, kad statistika tai didžiausias melas. Citavimas melas yra dar didesnis. Bet čia jau detalės. Цитата еще больше ложь. Šitie faktai susiję su jūsų pirmąja biografija. Эти факты связаны с вашей первой биографией. Ar galima būtų taip sakyti, kad antroji biografija prasidėjo 1990 metais? Биография ваша началась в 90-м году. Да, можно. Taip, galima. Kas atsitiko 90 metais, случилось в 90 kad году? milicijos seržantas taiga tapo kitų žmogumi? Вдруг стал другим человеком. Художник. Dailininkas. Художник. Tai jau vadinasi, kai kurie faktai yra neteisingi. Значит, Художник. какой-то факт неправильный. Художник, который всецело посвящал себя живописи. Tai buvo dailininkas, kuris visą savo gyvenimą skyrė dailiai. Но однажды должен был наступить момент, когда нужно было проснуться. Bet kartą turėjo ateiti toks momentas, kada aš turėjau atsibusti. И то, что внутри всегда пребывало, и то, что кто-то заботливо удерживал, стало ярко выходить наружу. Ir tai, kas viduje visuomet buvo ir kas rūpestingai buvo slepiamas, taiga pradėjo veržtis į išorę. Kokiu būdu tai atsitiko? Каким образом это случилось? Ну, это как-то трудно обозначить. Tai sunku nupasakoti. Nu, Švento Pauliaus atsivertimą mes iš istorinių šaltinių žinome. Святого Павла мы Нет, знаем. никаких явлений, ничего. Ne, čia nebuvo jokio atsivertimo. Nebuvo šviesos iš Minusinsko į Не Krasnojarską. было света из Минусинска в Красноярск. Нет. Žodžiu, viskas buvo proziška ir būtiška. Словно все было по-бытовому. Rytą atsikėlėte, Утром вы встали, saulė, солнце, graži diena. красивый день. Да. Ir jūs taiga pagalvojate, И вы вдруг подумали, o kodėl man nepabūti Jėzum Kristum? почему бы мне не Нет, стать Иисусом не Христом? подумал. Не, aš nepagalvojau. O kas atsitiko? Что же случилось? Но это кратко очень трудно обозначить. Trumpai sunku apie tai papasakoti. Negi jums niekada šito klausimo neuždavė. Неужели вам никогда не задавали такой вопрос? Čiagi pats svarbiausias Это klausimas. самый главный вопрос.
Jūsų biografijos pagrindinis taškas. Отправная точка вашей биографии. Iki šito taškos buvo kitas žmogus. До этой точки вы были другим человеком. В любом случае, когда меня спрашивали, мне всегда было трудно это как-то понятно объяснить. Bet kokiu atveju, kuomet mane šito klausdavo, man sunku buvo tai suprantamai paaiškinti. Кроме образа, который я обозначил. Это все равно, что как человек просыпается и понимает, что он человек, а не слон. Išskyrus tą įvaizdį, kurį aš reiškiu, paprasčiausiai žmogus vieną kartą pabunda ir supranta, kad jis nedramblys. Так и здесь неожиданно наступил тот момент, когда я стал понимать, что наружу начинает вскрываться то, что я есть. Taip ir čia И, наконец-то, у меня появилась возможность открыться. atėjo toks momentas, kuomet į paviršių pradėjo verštis tas, kuo aš esu. Ir tas momentas paprasčiausiai toks buvo. И наступил период, когда мне нужно было некоторое время прийти в себя. Atėjo toks periodas, kuomet man reikėjo pačiam atsigauti. Когда каждый день это новый взгляд, Kuomet kiekvieną dieną tai он naujas приходил в žvilgsnis норму. ir jis kaip ir normalizavosi. И уже после определенного периода времени уже возникла необходимость пойти к людям. Ir po tam tikro laiko paprasčiausiai atsirado būtinybė eiti į žmonės. И с тех пор это делается до сих пор. Ir nuo to momento tai aš darau iki šiol. Jūs buvote vedęs? Вы žinote? Да, это очень важный момент, Taip, tai labai svarbus momentas. потому что о духовном пути развития нужно говорить, когда тема единения мужского и женского должна рассматриваться очень тщательно. Todėl, kad apie dvasinį savo kelią reikia kalbėti tuomet, kuomet moteriška ir vyriška tema, jų apsijungimas labai kruopščiai atskleidžiamas. Духовное развитие нельзя подразумевать без единения мужского и женского. Dvasinį Большая vystymas ошибка. neįmanoma suvokti be moters ir vyro sąjungos. Tai didelė klaida būtų. Kalbate apie vidinius pradus ar apie išorinius pavydalus? О внутренних началах или о внешних? Здесь все включается. Потому что мужчина и женщина характеризуются определенными особенностями. Čia eina viskas, nes moteriai ir vyrui yra būdingos tam tikros savybės, которые гармонично сами по себе полноценно развиваться не смогут. kurios pačios harmoningai vystytis negali. И обязательно нужно грамотное соединение мужского и женского в единое. Ir visuomet reikia teisingai sujungti moterišką ir vyrišką pradą. А без этого правильного единения говорить об объединении всех людей на Земле бессмысленно. O be šio teisingo apsijungimo kalbėti apie visų žmonių vienijimąsi, kažkokią tai vienybę pasaulyje yra beprasmiška. Сейчас нужно было исправить ошибку, которая однажды неизбежно зародилась в обществе верующих. Ir reikėjo ištaisyti klaidą, kuri kažkada tai atsirado tikinčiųjų pasaulyje. Женщина не является сосудом греха. Moteris nėra nuodėmės indas. Это придумали очень слабые мужчины и утвердили как традиция. Tai sugalvojo labai silpni vyrai ir įtvirtino tai kaip tradiciją. Tai iš to galima daryti išvadą, kad jūs neišsiskyrėte. Вот что вы не развелись. Конечно, нет. Žinoma, ne. Žmona iš karto suprato jūsų naujo kelio Сразу vertę. поняла ценность вашего нового пути. Нет. Не iš karto. Vaikų turėjote? У вас были дети? Их 6 у меня. 6 O turiu. tuo metu 90-aisiais? А в 90-м году? Было 2. Tuomet buvo 2. Berniukas ir mergaitė? Девочка и мальчик. Да. Taip. Jiems kiek buvo? И сколько им было? Не помню. Neatsimenu. Man įdomu, ar jiems reikėjo Интересно. pasakoti, kad tėtis staiga Или pasikeitė? было им рассказывать, что отец вдруг изменился? Они маленькие были еще. Jie buvo maži Это dar. еще возраст маленький, когда... O jūsų нужно- šeimoje į jūs kreipėsi jūs ar tu? К вам обращается на вы или на ты? На ты. Это самое Тут родное и sako. простое. Tai paprasčiausia, tai prigimtinis. O vaikai, pavyzdžiui, suvokia, kad jūs esate kitoks tėtis negu kiti tėčiai jų bendramžiai? Чем отцы их друзей. С возрастом. Чем больше они становятся, тем больше начинают понимать, но эту тему мы особо не трогаем. Augant, jie tai vis geriau ir geriau supranta, bet mes šios temos kažkaip tai ypatingai neliečiam. Ir padarom pertraukėlę.
Сделаем перерыв. Dabar naujausios žinios ir iš karto su Visarionu kalbėsime. Po jų bus ilgesnis fragmentas. Bus galima aptarti įvairius nemažiau svarbius dalykus. Ir likite su žinių radiju. Grįžtame į studiją, su mumis Visarionas. Galima sakyti, iš Krasnojarsko, Можно taip? сказать, вы прибыли из Красноярска. Да, с юга Красноярского края. Taip, iš Krasnojarsko pietų. Gal trumpai apie tai, ką propaguojate, О ko том, что mokote. пропагандируете или чему Nes учите. matyt, daugelis tik žino Потому что, наверное, многие только jūsų знают iškreiptą biografiją, вашу искаженную биографию. kad buvęs Что вы milicininkas бывший милиционер tapo pranašu. и стали Bet пророком. anapus to iškreiptumo matyti yra по ту ir сторону kiti dalykai. этого есть, наверное, и другие важные вещи. Aš neklausiu, kas yra tiesa. Я не спрашиваю, что такое истина. Į šitą klausimą atsakyti nebuvo lengva ir jam. Было трудно ответить и ему, и все. Aš geriau paklausiu, Я kaip лучше спрошу, gyvenate, kiek yra žmonių, как вы kurie su живете, jumis susiję. сколько людей, связанных с вами. Ну, там несколько тысяч человек Ten gyvena keletas tūkstančių žmonių. в разных населенных пунктах. Ir jie gyvena įvairiose gyvenvietėse. Это все люди не курящие, не пьющие, Tai vis nerūkantys, negerintys žmonės. активно занимаются жизнью, рождают детей. Jie gimdo vaikus, gyvena. И они имеют задачу построить новое общество, другое, Jų užduotis sukurti naują visuomenę, kitokią, которое исполнит законы Божьи, а не будет просто говорить о них. kuri vykdys Dievo įsakymus, o ne paprasčiausiai apie juos kalbės. Поэтому учение призвано научить человека исполнять эти законы в своей жизни. Todėl mokymas ir skirtas išmokyti žmogų vykdyti šios įsakymus gyvenime. Недостаточно просто сказать «любите друг друга». Nepakanka vien tik pasakyti, mylėkite vienas kitą. Очень важно, потребуется пояснить много-много разных обстоятельств, где нужно сделать грамотно свои шаги, чтобы это действительно было любовью. Reikia išaiškinti labai daug įvairių aplinkybių, kur teisingai galima būtų po to pavadinti, kad tai yra meilė. То есть, если однажды нужно было оставить благую весть, Jei kartą reikėjo palikti gerą žinią, которая учением не было, просто благой весть kurios nebuvo mokyme, tai paprasčiausiai gera žinia о Боге, который любит всех одинаково. apie Dievą, kuris visus myli vienodai. А вот теперь нужно рассказать, как все правильно сделать из того, что раньше было как ориентир обозначено. O dabar užduotis pasakyti, kaip viską teisingai padaryti, kas anksčiau buvo tik tai numatyta. Помимо этого нужно рассказать еще то, что стало камнем преткновения в рассуждениях о Боге разных вероисповеданий. Dar reikia paaiškinti ir tai, kas tapo ginčių objektu įvairiose tikėjimuose. А рассказав, они все увидят, что на самом деле они все были сопричастны в хранении одной истины. O kai papasakosim, jie visi pamatys, kad jie buvo visi artimi vienai tiesai. Но хранили разные части одного сосуда. Tačiau jie kaip ir saugojo vieno indo skirtingas dalis. Это самое лучшее, что можно было заложить благоприятным на будущее. Ir taip, ko gero, geriausia, ką galima duoti ateičiai. В тот период, когда зарождались эти вероисповедания. Tai yra tada, kada šitie tikėjimai ir atsirado. Так что моя задача и научить исполнять истину, и рассказать о Боге то, что никогда никто не знал. Mano užduotis ir išmokyti tos tiesos, ir papasakoti apie Dievą tai, ko niekada niekas ir nežinojo. Хотя рассуждать себе позволяли. Nors leido savo svarstyti, На чем и разделились между собой. dėl ko ir išsiskyrė vėliau. А теперь все чужие. O dabar visi svetimi, Хотя говорят об одном Боге. nors kalba apie vieną Dievą. Jūs krikščionis? Христианин? То, что считается на земле христианством, не имеет отношения к Новому Завету. Tai, kas pasaulyje laikoma krikščionybė, neturi nieko bendro su Naujojo testamentu. И я слово своего Отца. Aš esu savo tėvo žodis.
и оно не может иметь каких-то названий дополнительных. Ir čia kažkokių papildomų pavadinimų negali būti. Названия придумывают люди. Pavadinimus sugalvoja žmonės. Ješua iškraipė Dievo žodį? Ješua, исказил Божье слово? Нет, Ne. он его приоткрыл. Jis jį atvėrė. Jūs tęsite jo liniją? Вы продолжаете его линию. Да, это то же самое, только теперь уже нужно рассказать подробно Taip, о tai том, tas что pats. было упомянуто. Tik tai dabar reikia papasakoti smulkiau apie tai, kas buvo tik paminėta. В то время нельзя было подробно это пояснить. Tuo metu tai smulkiai paaiškinti nebuvo įmanoma. Оно разрушало основы, имеющиеся в обществе. Nes tai žlugdė visuomenės pamatus. А сейчас я это сделаю. O dabar aš tai padarysiu. Bet jis sakė, kad jeigu ateis kas mano vardu ir tvirtins, kad jis yra pranašas, tai jis yra vilkas ėriuko kailyje. Волк. По плодам определяйте. Jūs sprendžiate pagal vaisius, kas yra tiesa. Kaip ten pas jūs Krasnodaro šitam srityje auga pomidorai, taip? Как у вас в Краснодарском крае растут помидоры? И очень вкусные. Масинские помидоры очень славятся. Ir labai skanus mūsų vietiniai pomidorai netgi garsėja. Jūsų bendruomenė žemės ūkiu užsiema? Наша община занимается сельским хозяйством. Да, она призвана жить на земле, учиться, а значит от земли взять то, что им нужно. Taip, ji pašaukta gyventi žemėje, reiškia iš žemės mokytis ir pasimti žemės tai, kas reikalinga. O jūs nusistatęs prieš techninės naujovės, pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus? Против технических Компьютерus, факсус. Leidžiate naudoti? Или вы позволяете этим пользоваться? Научно-техническое развитие, в принципе, является естественным для развития разумной цивилизации. Pažanga praktiškai yra natūralus civilizacijos vystymosi etapas. Негативным могут быть только те достижения, которые на самом деле не способствуют развитию человека. Negatyvus gali būti tik tie pasiekimai, kurie neskatina žmogaus vystymosi. Но если этот процесс дал какие-то плоды, которыми можно воспользоваться во благо, это нормально. Ir jeigu šis procesas davė kažkokius tai vaisius, kuriuos galim panaudoti gėriui, tai yra normalu. Naršymas po internetą gerai ar blogai? Поиски в интернете — это хорошо или плохо? Смотря что ищет человек. Но через интернет можно рассказать о чем-то хорошем, можно узнать о чем-то хорошем, но также можно и погубить себя в поиске не того, что будет полезно. Galima internete surasti kažką tai gerą, galima kažką tai gerą ten parašyti, bet galima taip pat save ir sužlugdyti, suradus kažką tai blogo. Žmonės tuokėsi, jūs juos laiminate? Вы их благословляете. Ar yra ir civilinė Или santuoка? есть там гражданский брак? Первое время, когда еще община зарождалась, я в этом участвовал. Bendruomenės vystymosi pradžioje aš dalyvavau. Впоследствии нужно было проявить священников, которые призваны играть такую дополнительную роль. Po to mums prireikė dvasininko, kuris ir turi šį vaidmenį atlikti. Но если человек по каким-то причинам нуждается, чтобы гражданский брак был, это часто связано с определенными юридическими потребностями, пожалуйста, он это делает как дополнительное удобство, так как он находится в тесной связи с государством. Bet jeigu žmogus galvoja, kad jam reikalinga civilinė santuoka, nes dažnai tai susijęs su kažkokiais tai teisiniais momentais, pagaliau jisai susijęs su valstybė, tai prašom. O jūs galėdavote neleisti, uždrausti žmonėms gyventi kartu, jeigu jums atrodydavo, kad tai neugdo jų dvasiškai? Ни в коем случае. Jokių būdų. Если человек упорно будет говорить, что он хочет идти, и я буду видеть, что он идет в опасную сторону, я его останавливать не буду. Jeigu aš matysiu, kad žmogus eina bloga kryptimi, netgi pavojinga kryptimi, ir aš tai matysiu, aš jo nestabdysiu. Если он попросит совет, я подскажу, но выбирать ему. Jeigu paprašys patarimo, aš jam patarsiu, bet rinktis visuomet jam. Человеку очень важно познавать многое через свой опыт. Žmogui labai svarbu daug ką suvokti per savo patirtį.
Нельзя сделать человека лучше, если он сам не устремится это сделать. Negalima žmogaus padaryti geresniu, jeigu jis pats to nesiekia. Nepilnametystė. Несовершеннолетие. Iki kokių metų? До какого года вы считаете? Не существует таких границ. Все определяется опытом души, которая имеет то или иное тело. Nėra tokių ribų, viską lemia sielos patirtis, kurią turi tam tikras kūnas. Нужно смотреть по тому, как развивается человек, как он себя проявляет. Reikia žiūrėti, kaip žmogus vystosi, kaip jis save išreiškia. Что-то можно доверить кому-то в раннем возрасте, а что-то нельзя ни в коем случае. Можно будет увидеть, что этот молодой человек еще долго будет играть в игрушки. Kažką tai galima kažkam tai patikėti ir labai ankstyvame amžiuje, o kitam galbūt ilgai nebus galima to patikėti, nes matys, kad tas jaunas žmogus dar ilgai žais su žaislais. Kas sprendžia, ar žmogus yra subrendęs ir gali priimti tam tikras žinias? Воспринять определенные знания. Ну, смотря куда человек этот хочет пойти. Žiūrint, kur tas žmogus nori eiti. Если он хочет работать среди взрослых и желает участвовать в каком-то ответственном труде, то мастер, отвечающий за этот труд, он посмотрит, насколько он может доверить ему что-то, что может быть опасным. Jeigu jis nori dirbti ir jeigu jis dalyvaus kažkokiame tai atsakingame darbe, tai meistras turi pažiūrėti, kiek tai yra pavojinga ir kiek jis atsakingai tai padarys. Там все на виду. И Ten visi matomi. то, как себя ведет тот или иной человек, очень хорошо видно, на что он способен. Labai gerai matosi, kaip elgesi tas ar kitas žmogus ir ką jis sugeba. Persigalvoti galima? Можно передумать. Pavyzdžiui, atvažiuoti pas jūs, Скажем, приехать к вам, pagyventi, пожить, pasižiūrėti, посмотреть, o po to nusivilti ir а išvažiuoti. потом, если Конечно, понравится, уехать. конечно. Žinoma, Потому что там нет такого, как многие, может быть, предполагают, тщательного наблюдения за тем, кто там живет. ten nėra tokio, kaip daug kas turbūt galvoja, nuolatinio stebėjimo, kaip kas gyvena. Точная цифра живущих там не знает никто, и никого это не интересует. Tikslaus gyvenančių ten skaičiaus niekas nežino ir nieko tai nedomina. Поэтому люди приезжают, и приезжают разные. Todėl atvažiuoja žmonės nuolat ir atvažiuoja labai skirtingi. Кто нашел свое, остается. Кто увидел не в силах исполнять, уезжает. Kas randa save, lieka, kas neranda savyje tokių jėgų, išvažiuoja. То, что там делается, ни в коем случае нельзя возложить на того, кто не в состоянии это делать правильно. Tai, kas ten daroma, niekuomet negalima tuo kaltinti tą žmogų, kuris nesugeba tai padaryti teisingai. Поэтому выбор должен сделать только сам человек. Todėl renkasi tik taip pat žmogus. Automobilį turite? У вас есть автомобиль? У меня нет. Ne, neturiu. O bendruomenė, Община, kurią jūs vadovaujate? которую возглавляете. Кто как. Они живут в разных населенных пунктах и сами решают, нужно им для удобства что-то или нет. Skirtingai, jie gyvena skirtingose gyvenvietėse ir kiekvienas pats sprendžia, ar tai jiems reikalinga ar ne. Но там, где мы живем, особенно автомобилем не попользуешься. Kur mes gyvename, ten ypatingai automobilis nereikalingas. Tai gal sraigtasparnis? Может, вертолет? О. Может быть, это и было бы удобно в определенный момент, потому что есть некоторая оторванность отдельных населенных пунктов от общего мира. И при медицинской, к примеру, необходимости можно было бы кому-то быстрее помочь. Но этого нет. Gal tai ir būtų patogu, nes yra didelis atotrukis tarp atskirų gyvenviečių, pavyzdžiui, teikiant medicinos pagalbą, bet pakol kas to nėra. Ar turite žmonių, kuriuos galim pavadinti jūsų asmens sargybiniais? Которых можно назвать вашими телохранителями. Kurie jūs nuolat lydi? Которые вас постоянно сопровождают. Juk gyvenime yra ne tik gėris, bet ir blogis. Здесь не только добро, но и зло. Ne tik tie, kurie nori jums padėti, bet tie, kuriems sutrukdyti. Но и которые помешают. Tai objektyvus medicininis faktas. Это объективный факт. Нет, нет таких. Нет, tokių aš neturiu. Есть вот Вадим, который уже все эти годы рядом присутствует, но для того, чтобы зафиксировать все, что я говорю везде. Yra Vadimas, kuris visus tos metus greta manęs, bet tik tai tam, kad fiksuotų viską, ką aš kalbu.
Ну, вы можете на него посмотреть, определить, готов ли он быть. Jūs galite jį pažiūrėti ir nuspręsti, ar jis tinka į asmens sargybinį. Ну, не похож на сборщика подати. Нет, он это тоже не делает. Panašus į tokį. Jis su jumis nuo pat pradžių? Он с самого начала с вами? Да, можно сказать, он уже через год появился после того, как я начал. Taip, jis atsirado praėjus metams po to, kai aš pradėjau savo mokymą. Это уже когда я начал приезжать в Москву с первыми встречами. Он там и появился. Kai aš pradėjau važinėti į Maskvą ir rengti pirmus susitikimus, jis tada ir atsirado. Tarp jūsų pasekėjų yra moterų? Среди ваших последователей есть женщины? Tiksliau pasakysiu, artimiausias tas ratas. В самом близком кругу. Ir traukia tos moteris yra, ar daugiau vyriška yra kompanija? Мужской круг. От такого понятия нет близкий круг. Nėra tokio savokos artimas ratas. Yra artimas ratas. Vadim, это тот, кто записывает все, что я говорю. Он ответственный за сохранение того, что я скажу. Gerai, paklausiu, ar moteris užrašinėja? Užsirašo viską, ką aš sakau, jis atsakingas už tai, ką aš sakau. А других? Женщины не записывают? Нет. Все зависит от того, может быть, если что-то будет требоваться сделать, и нужен будет именно этот мастер, и это может оказаться женщина. Ну, тогда ей будет доверено это сделать. Viskas priklauso nuo to, jeigu, sakykime, atsiras kažkoks darbas konkretus, kurį reikia padaryti, ir jeigu tas meistras to darbo bus moteris, tada tuomet tai bus moteris. Ну, это может быть что-то временное. Bet tai laikina gali būti. O man nelabai aišku, ką reiškia daverina, ką reiškia patikėti. Tai reiškia, kad yra žmonės, kurie patikė, yra kažkokia žmonių grupė, kuri vadovauja, kuri sprendžia, ar jūs viską darote. Нет. Бытовой технической стороной жизни, финансовой, которая там ведется, я ничего этого не решаю, мне это не интересно и не нужно. Это должны уметь делать сами люди. Buitinė, finansinė, techninė mūsų gyvenimo pusė sprendžia atskiri žmonės, aš į tai nesikišu, mane tai nedomina. Они должны уметь это делать. Jie turi tai mokėti ir daryti patys. И тогда, когда они это решают, если у них возникают какие-то вопросы, где им трудно прийти к одному пониманию, они меня спросят. Ir jeigu atsiranda klausimų, kurių jie negali patys išspręsti, tuomet jie manęs klausia patarimo. Jūsų balsas lemiantis? Ваш голос решающий. Ar būna, kad jūs, pavyzdžiui, suklystate ir keičiate savo nuomonę? Вы ошибаетесь и меняете свое мнение. Для верующих не может быть такого, чтобы то, что скажет для них учитель, могло быть ошибкой. Tikintiesiems negali tai būti, kad tai, ką jiems pasako mokytas, tai gali būti klaida. Nu, pavyzdžiui, skiedinį maišant, taigi galima sumaišyti пропорцijas. Я туда не вмешиваюсь, это не моя область. Aš nesikišu į tokius dalykus, tai ne mano sritis. Jūs maišote kitą skiedinį. Вы замешиваете другой раствор. Да, душу человека. Taip, žmogaus siela. Puikiai vieta padaryti pauzę. Это прекрасное место сделать паузу. Nedidelė pertraukėlė ir Vissarionas su mumis po atnaujintų žinių. Ну, кое-что узнал. Привлекательно. Ну, эту всю ситуацию уже не раз, значит, показывали, как это все выглядит. И вопрос о автомобиле, и о вертолетах, и о, значит, женщинах, и о видеокамерах, и о этих самых телохранителях. Это из той серии. Я понимаю, что вы понимаете, поэтому я спокоен. Меня громом тут не поразит. Не должно. Нет, мало ли что, мало ли что. У нас очень большой опыт общения с журналистами. Я не журналист. Я просто вижу характер вопросов. Рома знает, я не журналист, я человек как бы со стороны. Да мы уже журналисты со своей спецификой. Все равно работа журналиста. Работа, да. Это хобби. Если это работа, тогда... А рукой махните? Могу махнуть? Да, что начинаем. Но нет, ничего не произойдет. Если не произойдет ничего.
Laidą remia viešoji įstaiga Vytauto Juozapaičio edukacinis kultūros ir meno centras. Daugiau informacijos www.dainavimomokykla.lt. Grįžtame. Visarionas su mumis. Dar porą svarbių dalykų norėtųsi išsiaiškinti prieš tai, kaip važiuotume mes čia į Krasnojarsko kraštą, į gražų į Baikalo ežero regioną, kur puikus Minusinsko pomidorai. Reinkarnacija. Realus jums dalykas. Jūs kelintą gyvenimą gyvenate? Antrą. O pirmasis kur buvo? Jeigu pasakysite, kad milicijos seržantų, tai aš nusivilsiu. Сержантной милиции я буду обескуражен. Ну, то, что я назову, это тоже может обескуражить. Tai, ką aš pasakysiu, tai irgi gali jūs Неужто nuvilti. лисой? Однажды мне нужно было сделать аналогично тому, что я сейчас делаю. Vieną kartą man reikėjo padaryti tai, ką aš dabar darau. Вот тогда и появилась благая весть. Tada ir atsirado ta gera žinia. Ба! Я же говорил. Ašgi sakiau. И как? Ir kaip, Как вам после этого? kaip jums po to? Непросто. Sunkoka. Patikslinkim. Mes žmonės racionalūs. Мы рациональные. Norime люди, žinoti и detalės. хотим узнать детали. Iš to, ką pasakėt metaforiškai, Потому что вы galima это padaryti išvadą. объяснили, можно делать вывод, Jog jūs что save siejate вы себя связываете su Ješua Hanocri, с Иешуа. kurį, leiskite prisiminti, 7 mūsų amžiaus metais, Помню, в 7 году нашего века didžiojo Senedriono įsakymu по указу Nukryžiavo romėnai. на крест Иерусалим. поставили римляне в Иерусалиме. Мне не хотелось бы так глубоко погружаться на эту тему. Aš tai norėčiau taip giliai gilintis į šią temą. Мало радостного. Čia mažai kas teikia džiaugsmą. Лучше другое что-нибудь. Galbūt geriau apie ką kitą. Слишком много придумано на эту тему. Čia labai daug kas išsigalvota. И теперь, находясь в иллюзиях, людям осложнилась возможность прийти к истине и принять ее. Ir dabar žmonės apimti iliuzijų sunkiai gali pasiekti tą tiesą, ją priimti. Сейчас важно, чтобы человек попробовал объективно и трезво оценить, что ему дается. Dabar svarbu, kad žmogus objektyviai ir blaiviai galėtų įvertinti tai, kas jam duodama. Если он увидит ценность хлеба, который ему дают в руки, Jeigu jis matys duonos vertę, kurią jam duoda į rankas, он воистину спасется, jis iš tikrųjų išgelbės save. даже если точно не будет знать, чьи руки ему это дают. Net jeigu tiksliai ir nežinos, kieno rankos tai jam duoda. Но если не видит хлеба, то неважно уже, как будет обозначен источник, давающий хлеб. Bet jeigu jis nemato duonos, tai visiškai nesvarbu, koks bus tas šaltinis duodantis jam tą duoną. Человек все равно его не вкусит, Žmonės, отвернется. žmogus vis tiek jos neatsikas. Kiek žinau, Насколько я знаю, kalbėjote apie pasaulio pabaigą. говорили о окончании мира. Tai klaidingas įsivaizdavimas, kad jūs Это apie tai šnekėjote, неправильное понимание, что вы об этом говорите. žiniasklaida iškraipė. Или это СМИ исказили ваши слова? То общество, которое существует, Ta bendruomenė, kuri dabar yra, обязательно должно закончить свое существование. ji būtinai turi baigti savo gyvavimą. Должно быть другое человечество, Turi būti kita žmonija, которое по-настоящему станет исполнять замысел Бога. kurie iš tikrųjų pradės realizuoti Dievo sumanymus, ради которого люди целенаправленно были созданы. dėl kurių žmonės tikslingai ir sukūrė. А то, как живет человек, он способен лишь уничтожать самого себя. O tai, kaip dabar gyvena žmogus, jis sugeba tik tai naikinti pat save.
В этом он преуспел очень сильно. Ir čia jis pasiekė tikrai daug ko. И уничтожает даже свою землю. Jis naikina netgi savo žemę. Поэтому нужен был наступить период, когда станет решаться судьба всего человечества. Todėl turėjo ateiti toks laikas, kuomet bus sprendžiama visos žmonijos likimas. Этот период пришел. Ir tas laikas atėjo. Теперь человеку дается выбор. Dabar žmogui duotas pasirinkimas. И он сам выберет Ir jis turi pats pasirinkti. свое будущее. Pats pasirinkti savo ateitį. Žinote, kartais geriau suprasti, kai žmogus papasakoja, kokioje jis kompanijoje, Рассказывает, в какой он компании su kuo находится, jisai, с кем kas jo он, draugai, кто его друзья, ką jis laiko savo кого он считает. Да. предшественниками. Užmiršau lietuvišką žodį. Vat klausykit, magija. Tai štai, kas vis dėlto yra tie žmonės, kurių darbus jis Те tęsia? люди, чьи работы вы продолжаете. Ar yra tų žmonių, kuriuos jūs galite pavadinti Есть ли люди, savo которых вы можете назвать dvasiniais broliais, своими tėvais? духовными братьями, родителями? Нет, тут я не могу так обозначить. Ne, čia aš taip pasakyti negaliu. Потому что то, что я имею, человек не имеет. Nes tai, ką turiu aš, neturi žmogus. Он сможет иметь только тогда, когда я скажу. Jis tai galės turėti tik tada, kada aš pasakysiu. O jeigu tas žmogus netiki, А если этот человек не верит, kad Он должен будет делать то, что ему посильно на сегодняшний день. jis И turės это daryti нормально. tai, ką jis sugeba šiandien. Tai yra normalu. Люди слишком разные в своей зрелости. Žmonės savo branda yra labai skirtingi. Поэтому нужны те наиболее зрелые, кто способен исполнить поставленную задачу. Todėl reikia surasti tuos labiausiai subrendusius, kurie gali įvykdyti šią užduotį. А все тоже остальные находятся там, где их малая задача тоже сыграет свою хорошую роль. O visi kiti yra taip pat ten, kur jų tam mažesnė užduotis irgi suvaidins savo vaidmenį. Пусть только человек учится сам себя не обманывать. Tegul pirmiausia žmogus mokosi pats savęs neapgaudinėti. Потому что совесть у человека достаточно правильно определяет Божие. Nes žmogaus sąžinė pakankamai tiksliai nustato, kas yra dieviška. dieviškumas yra susijęs su kiekviena žmogaus siela. Связано с каждой душой человека. Обязательно. Būtinai. Все души людей прямо связаны с Богом и имеют изначально равный потенциал. Visos žmogaus sielos yra tiesiogiai susijęs su Dievu ir iš pat pradžių turi vienodą potencialą, Tai jūs vienodas tada galimybės. neišskirtinis. И тогда вы не исключение. Aš jau bijau, kad jūs Dievas. Я уже боялся, что вы Бог. Нет, ни в коем случае. Ne, Отец есть jokių отец. būdų. Tėvas yra tėvas. Я почти такой же, как все вы. Aš beveik toks pat, kaip ir visi Все jūs. мы дети Бога. Visi Одного. mes vieno Dievo vaikai. Моя душа несколько иначе структурирована. Mano sielos struktūra truputį kitokia. Поэтому я не смогу жить так, как вы живете и призваны жить всегда, бесконечно. Todėl aš negalėsiu gyventi taip, kaip gyvenate jūs ir kaip jūs pasišventę gyventi visuomet. Я не рожден жить всегда на земле. Aš nesu gimęs visada gyventi žemėje. А вы рождены бесконечно менять мир материи. O jūs gimę nuolat keisti materijų būvį Всегда радоваться, ir visuomet миру, džiaugtis в котором живет человек в теле. tuo kūnu, kuriame žmogus gyvena. O jūs galite, pavyzdžiui, ką nors tokio iš nieko padaryti? Вы можете что-то сделать из ничего. Зачем? O kam to reikia? Nu, kartais reikia daiktą. Иногда есть необходимость какой-то вещи. Ни в коем случае. Jokių Именно būdų. в благоприятности, то есть благоприятным это не является. Tai nėra gėris. В мире гармонии уже существует гармония. Человек живет в гармонии. Harmonijos pasaulyje jau egzistuoja harmonija. Žmogus harmoningai gyvena. Человек в реальности имеет то, что ему уже нужно. Realybėje žmogus jau turi tai, kas jam reikalinga. Большего просить может только неспособный достойно оценить то, что имеет.
Ir daugiau prašyti gali tik tie, kurie nesugeba vertinti tai, ką turi. Jeigu žmogus serga nepagydoma liga А если у человека неизлечимая болезнь, ir jisai prašo sveikatos, и он просит здоровья, Неизлечимая болезнь впрямую связана с его неправильным восприятием окружающей реальности. nepagydoma liga tiesiog yra susijus su tuo, kad jis neteisingai suvokia aplinką. Все эти болезни легко излечимы, если человек меняет свое отношение к жизни. Visos tos ligos yra lengvai išgydomos, jeigu žmogus keičia savo santykį su aplinka. nieko nėra sunkiau, kaip pakeisti savo santykius su aplinka. Нет ничего труднее, чем изменить свое соотношение с окружающей средой. Это самая трудная задача, но ее надо исполнить. Tai sunkiausias uždavinys, bet jį reikia įvykdyti. Ar galima būtų kalbėti apie nuodėmę, Можно ли говорить о грехе, apie pirmapradę nuodėmę? о первоначальном грехе? Jūs laikote, Taip galim. jūs manote, kad pirmapradė nuodėmė yra Считаете, что- realus dalykas? Первоначальный грех — это реальность? Нет, это образ. Ne, tai, Никакого Адама и Евы не было. tai įvaizdis, jokio Adomo ir Jėvos nebuvo. Есть образ о грехе. Yra nuodėmės įvaizdis. И он заключен в том, что однажды Бог сказал Адаму, яблоко есть не надо. Ir jo esmė yra ta, kad vieną kartą Dievas pasakė Adomui, obuolio valgyti nereikėtų. Gal ten buvo pomidoras? Может, там помидор был? Может быть. Хоть лучше. Galbūt. Главное, что Бог сказал, что это делать не надо. Svarbiausia, Это kad опасно. Dievas pasakė, kad to nereikia daryti, tai pavojinga. И человек, услышав подсказку того, кому верил, все-таки сделал наоборот. O žmogus, išgirdęs patarimą to, kuriuo jis tikėjo, vis tik padarė atvirkščiai. Вот грехом является поступок человека, когда он осознанно делает то, что уже понимает как неправильное. Ir nuodėmė yra tai, kada žmogus daro sąmoningai, suvokdamas tai, ką jis jau suvokia, kad tai yra neteisinga. Но если бы человек сделал то же самое, но искренне верил, что это правильно, грехом бы это не было. Bet jeigu žmogus padarytų tą patį, nuoširdžiai tikėdamas, kad tai yra teisinga, tai nebūtų nuodėmė. Человек всегда будет делать ошибки, если не творческие, не связанные именно с таким осознанным деланием против Бога. Это нормальная ошибка. Žmogus visuomet klys, visuomet darys klaidas, kūrybinės, nesąmoningas, bet tai nėra tada nuodėmė prieš Dievą. Человек узнает то, чего ему не хватает с помощью своих шагов. Žmogus, darydamas kažkokius tai veiksmus, žingsnius, suvokia tai, ko jam trūksta. Mūsų pokalbio amžinybė Бесконечность нашей беседы prabėga kaip sekundė. прошла за секунду, наверное. Ir dėja, mes jau turime И, baigti. к сожалению, мы должны завершить. Aš manau taip, mes turim vieną tradiciją, У нас есть одна традиция, o jūs pradėkite kitą. а вы давайте начните другую. Porą žodžių, bet labai trumpai Несколько visiems слов, Lietuvos žmonėms. коротко всем людям Литвы. Ką dabar norėtumėt Что pasakyti? бы вы хотели сейчас сказать? Кратко говорить сложно. Trumpai kalbėti yra sunku. Повторить опять слова «любите друг друга». И врагов Pakartoti своих. žodžius mylėkite vienas kitą ir savo priešus. Оно, конечно, и можно. Tai galima. Но очень хотелось бы, чтобы вы к этому отнеслись очень серьезно. Bet labai norėtųsi, kad jūs į tai pažiūrėtumėte labai rimtai. Здоровье ваших детей и жизнь их в будущем. Она сейчас впрямую будет связана, насколько активно вы постараетесь воплотить в жизни эти заповеди любви. Nes jūsų vaikų gyvenimas, jūsų vaikų sveikata labai daug kuo priklausys ateitie nuo to, kiek jūs dabar sugebėsite įgyvendinti šios Dievo įsakymus. Направьте свое внимание к земле. Ir nukreipkite savo dėmesį į žemę. Здоровье детей очень сильно зависит от того, насколько тесно и гармонично вы контактируете с землей. Jūsų vaikų sveikata labai smarkiai priklauso nuo to, kaip glaudžiai ir kaip gerai jūs kontaktuojate su savo žeme. Существующему кризису можно только сказать спасибо, что он помогает вам по-другому взглянуть на то, чем вы живете. Dabartiniai krizai galima tik padėkoti, nes ji padeda jums pažiūrėti kitaip į tai, kuo jūs dabar gyvenate. Spasiba vam большое, ačiū Jums labai. Dabar mūsų tradicija. Dovana. И наша традиция – подарок. Žinių radio savininkas, Augustinas Rakauskas, Владелец нашего радио,
dovanoja jums knygą. Хочет подарить вам Rusų книгу kalba. на Duch русском предприимчивости. языке. Skaitykite, sužinosite daug įdomių dalykų. Net ir jums Много интересного, tai даже bus для вас. nauja ir labai pravartu. Galbūt pasikeis jūsų požiūris į daugelį dalykų. И может измениться ваша точка зрения на многое. Tiesą pasakius, jūsų balsas yra toks tylus, kad tikrai jums buvo sunku būti milicininku. Трудно, наверное, было быть милиционером, Labai džiaugiuosi dėl jūsų, kad jūs pasirinkote kitą gyvenimo kelią. потому что вы избрали другой путь. Su mumis buvo Visarionas. С вами был Ačiū. Виссарион, спасибо. Спасибо большое. Likite su žinių radiju. Счастья вам. Павел Иисус. Спасибо вам. Вы украсили тут все.